Сергей Васильевич сказал, как обзор статей из журнала «Пчеловодство», 10-й номер, это последний номер за этот год. Что же, кратко, очень кратко я. Первая статья. Селекционная работа с типом краснопольской серой горной кавказской породы пчел. Такой вот заглавие. Здесь результаты деятельности, научной деятельности за 50 лет собрано. Если кому-то интересно, может посмотреть. Это коллектив авторов. Не, ну, вот именно Краснополянской, да, опытной станции пчеловодства. За 50 лет опыт, пожалуйста, научная статья. Следующая статья. Медовой состав и жизненная форма медоносных и птиценосных растений Удмуртии. Это вот как раз интересно. Наши землячки написали. Это Колбина, да, Колбина Лизия Михайловна. Она доктор сельскохозяйственных наук, доцент. И Воробьева Светлана Леонидовна, также доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. И вот для чего нужно изучать вот этот видовой состав растений-то? Это для того, чтобы правильно поставить пасеку, как автор говорит. По результатам многолетних наблюдений установлено, что из медоносных растений, произрастающих на территории Удмуртской республики, пчелы лучше посещают. На первом месте, что бы вы думали, стоит? Ивы. Ивы. Затем они называют, что пчелы любят гречиху, донник. Некоторые растения из числа общеизвестных медоносов в условиях Удмуртии показали себя слабыми медоносами, а тысячелистник обыкновенный и потник, различные виды колокольчиков и фиалок из-за года наблюдения пчелы практически не посещали. А Ивы нет там, что ли? Ива первая. Первая, я послушал. Ива на первом месте стоит. Да, но тут Ива определена в начале. Ну да, Ива на первом месте стоит. А липа? Здесь липы нет пока, белая Ива на первом месте стоит. И козья, вот такая вот, тут написано, козья Ива, я вот не знаю. Козья, да, Ива. Есть, красный. Да, вот такой вот на первом месте стоит. И, я уже более подробнее остановлюсь на этой вот статье. Хорошими пыльценосами являются следующие растения. Лещина обыкновенная, ольха белая, серая, сосна обыкновенная. И такой вот вывод из статьи, что таким образом установлено, что в Удмуртской республике только 14 видов медоносных растений являются первостепенными, 178 второстепенными, 164 слабыми медоносами и 286 пыльценосами. Пожалуйста, статью посмотрите и сами познакомитесь более подробно. Здесь следующая статья. Тестирование пчелиной семьи на устойчивость заболевания расплода. Так, автор Березин. Андрей Сергеевич. НИИ пчеловодство. Научная статья – это борьба с болезнями и вредителями. И, как обычно, любимая рубрика «Страница пчеловода-любителя». Здесь делятся опытом сами пчеловоды. Что же сегодня здесь есть? Так. Борьба с ранением. Из опыта Республики Татарстан. Хафизов. Я подробно не буду рассказывать, пожалуйста. Да, просто борьба с ранением. Это у нас свой есть. Да, из опыта. Чтобы вы знали, что печатается. Затем борьба с воротозом. Это Республики Мордовия. Чинакаев. Но вот здесь я чуть-чуть вот только выдержку прочитаю из его статьи. На своей пасеке стараюсь бороться с клещом комплексно. Использую для этого весной корни хрена и пижмы, хвойную муку, а в осенний период ставлю
полоски с лекарством или обрабатываю битуином. В прошлом сезоне осенью семьи обработал дым пушкой. Результатом остался довольный. Ну, более подробно тоже, вот я только выдержки вам прочитала. Ну, еще одна статья, также из опыта, но наш земляк тоже, Добрых. Тут вот не расшифровано БЕ, город Ижевск, тоже земляк. Видите, в одном номере две статьи. Да. Ну, тоже работает так, статья называется «Коллапс» или «Воротос». В общем, человек, ну вот, пчеловод начал заниматься пчеловодством в 1976 году. И вот об опыте, весь собрал опыт, как он борется, что применяет. Вот теперь при поимке роев применяю апироль и унироль. И еще вот, ну, в общем, он еще более подробно, такая статья-то вот приличная, чтобы пересказывать. Ну вот опыт не только свой, и соседа описываю. Посмотрите. Угу. Вот такая статья, тоже из страницы пчеловода-любителя. Пчеловодство на дачном участке. Ну, я не знаю, может, кого-то волнует, может, кого-то нет. Но это вот дает человек советы. Что первый совет, прежде всего, установить хорошие отношения с соседом. Это на первом месте стоит. Затем Так, это невыполнимо. Дальше. Угощать медом, соседей медом. Так. У него аллергия тоже не подходит, да? Затем объяснить соседям, что в роевую пору рои прививаются на ветки деревьев и сидят в течение 1 часа, не проявляя агрессии с окружающим, так как в кубиках находится мед. Это нужно объяснять соседям. Затем осмотр семей нужно проводить в хорошую погоду, когда пчелы несут нектар и пергу. В это время они миролюбивые. Если дети есть на участке, то нужно, значит, если так, маленькие дети, то работать с пчелами нужно следует отложить до 14-16 часов. Затем еще о заборе не менее 2 метров. Или живая изгородь. В общем, вот такие вот советы приводят. Но это не все советы. Так что, если статья заинтересовала, можно посмотреть. Я про закон не написал, сколько разрешается лампами. На сутку 2 семьи. А? На сутку 2 семьи. Правила. Правила учредителя ветеринарного. Закона-то нет. Закона нет еще. Ну, есть правила какие-то, да? Ветеринарное правило. Еще вот такая научная статья «Содержание соединений и компонентов в теле медоносных пчел». Авторы, тоже коллектив авторов: Бургомистрова, Латынина, Будникова, Харитонова, тоже не пчеловодство. Но здесь все как бы с научной точки зрения, сведения, например, о физико-химических показателях тела пчелы, все научно доказано, исследуемо, содержание отдельных элементов в теле пчел, калий, кадмий, магний, свинец. В общем, такая статья научная. И последнее. Лесная амнистия. Вот Евгений Васильевич, мы как раз говорили о лесной амнистии. Вот тут вот такая статья. Рубрику ведет почетная работник прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции Астафьев. Это как юридическая консультация. Лесная амнистия. То, что вот 20 июня 2017 года был принят и 2 августа 2017 года вступил в силу очень важный федеральный закон номер 280 о внесении изменений в отдельные законодательные акты, названные в народе лесной амнистией. Этот закон имеет прямое отношение не к одной сотне тысяч граждан, в том числе пчеловодов, имеющих земельный участок в большей или меньшей степени, пересекающих земельным лесным фондом Российской Федерации. Здесь вот выдержки все даны. Пожалуйста, кого интересует эта статья, да, я уж не буду вам подробностью рассказывать, но чтобы вы знали, вот такой закон. Было в министерстве, назвал это приказ, сказали, не знаем мы такого. В том-то и дело.
так. У меня И записано. еще, Надо было Василий, Записан в листочке. был составлен такой вот библиографический список статей развития промышленного пчеловодства в России и в мире. Евгений Васильевич, я вам его О, отдам. спасибо. Ну, если кому-то интересно, тоже потом Давайте, можно я распечатать познакомлюсь. статьи или сбросить на флешку, кого интересует вот эта вот тема. Пожалуйста. И еще нам в дар читатели принесли книги. Вот такие учебные пчеловода, зимовка пчел, но они, правда, не новые. Товарное пчеловодство в Удмуртии. Кому нужно, пожалуйста, это дар вам. Кому нужно. У меня учебник есть такой.